У нас в гостях этим утром представитель Уфимского государственного нефтяного технического университета. Знакомимся. Ассистент кафедры экономическая безопасность, ответственный секретарь приемной комиссии Института экосистем бизнеса и креативных индустрий Яна Гореева и доцент кафедры строительной конструкции Илья Порываев. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами говорим о магистратуре, о поступлении в магистратуру, об обучении в магистратуре нефтяного университета нашего любимого. Вот я сейчас прочитала ваши должности: ассистент кафедры, доцент кафедры. Вы преподаете. Да, верно. У вас все такие молодые? Ну, к сожалению, нет. Большинство. Слушайте, это классно, классная команда. Все те, кто приходит к нам в эфир, представители нефтяного, да, они, в общем-то, показывают то, что основная команда, да, у вас такая. Ну, в последнее время, да, очень происходит омоложение коллектива. То есть молодых ребят все больше и больше становится. А вы сами магистратуру уже окончили, естественно, если вы ассистент, Яна. Ну, я еще специалитет заканчивал. Я тоже специалитет закончила. Итак, чтобы поступить в магистратуру, нужно что? Окончить специалитет или бакалавриат. Да. Не принципиально в каком году и не принципиально в каком вузе. Да? Для того, чтобы поступить в магистратуру, необходимо иметь высшее образование любого уровня, независимо от направления подготовки. То есть у нас бакалавры-экономисты спокойно поступают в магистратуру по направлению архитектура, ну и также бывает наоборот. Но это вы про ваших говорите. А я окончила, например, педагогический университет, но, тем не менее, в магистратуру нефтяного я тоже могу поступить. Конечно, вы тоже можете стать и архитектором, и экономистом, и кем угодно. Подождите, вот об этом я никогда не задумывалась. Я думаю, если я гуманитарную специальность выбрала как первое образование высшее, то второе должно быть около того. Нет, ни в коем случае. Я могу Можете стать выбирать все, что вам архитектором. захочется, конечно. Ну, сейчас ограничений таких нет, да, по закону об образовании, по нашим образовательным стандартам. То есть в магистратуру может поступить человек после любого направления бакалавриата или специалитета. Какие программы магистратуры есть в нефтяном университете? Ну, у нас достаточно обширный, скажем так, пул программ. Вот, их более 110 на сегодняшний день. Это, естественно, традиционные для нас направления. Это, в первую очередь, нефтегазовое дело. Да, это и разведка, и добыча, и транспортировка, хранение нефти и газа. Также, конечно, нефтегазохимия, нефтегазопереработка. Ну, строительство и архитектура тоже уже это традиционные для нефтяного университета направления. Ну и также в последние годы у нас все больше и больше направлений появляется, связанных с IT, с автоматизацией. Естественно, есть гуманитарные направления, экономика, управление. Ну и также это креативные индустрии, туризм и так далее. Это, то есть те направления, которые реализовываются в Институте экономики и сервиса. Ну вот, то есть любой человек может выбрать то, что ему интересно, вот, подобрать направление необходимое. А мы говорим об этом именно сейчас, потому что поступать нужно вот в ближайшее время. Я Да, правильно всё понимаю, верно. да? Вот уже идет прием документов. 16 мая у нас началась уже приемная кампания. Ну, мало же сдать документы, нужно же, наверное, экзамены еще какие-то Да, все вступительные. верно. Для того, чтобы поступить в магистратуру, у нас нужно сдать экзамены. Они у нас проводятся в формате тестирований. Как онлайн, так и офлайн формат у нас бывает. И у нас все размещено на сайте приемной комиссии. То есть у нас есть банки тестовых заданий, программы вступительных испытаний. То есть у нас есть отличная возможность подготовиться основательно и поступить на бюджет. Вот, поступите на бюджет. Бюджетные места есть. Да, конечно. Много? Очень. В этом году особенно. Кому-то бюджет, кому-то коммерция, но ведь это выясняется не по результатам экзаменов сданных, не по результатам тестирования, а на бюджет, например, в том числе может рассчитывать кто? Вот я, мое первое образование высшее, специалитет. Я училась на бюджете. И в свое время я слышала, что если мое первое образование было неоплачиваемо мной, то магистратура у меня 100% будет коммерческая. У нас каждое работает уровень сейчас? образования можно получить один раз в бюджетном формате. И, соответственно, вот специалитет у нас на данный момент рассматривается только старого образца. То есть при специалитете старого образца вы можете поступить на магистратуру на бюджет. А если уже специалитет нового образца, то, к сожалению, нет. Для поступления в магистратуру возраст ведь не ограничен, это же не обязательно выпускник. Нет, это абсолютно никаких ограничений возрастных нет. Здесь в любое время, в любой момент можно поступить и обучаться.
Но если нет ограничений возрастных, значит, поступить могут и те, кто сейчас работает. И здесь важно понимать, как выстроен учебный процесс. Ну, Совмещать ведь тоже нужно. да, действительно, мы очень много это обсуждали последние годы и, в принципе, пришли к выводу, что основная масса магистрантов сегодняшних – это люди работающие. И вы правильно сказали, к нам все чаще и чаще приходят люди уже более старшего возраста, да, то есть это не только ребята, закончившие бакалавриат, поэтому учебный процесс, он максимально гибко выстроен в магистратуре. Занятия, ну, во-первых, в магистратуре, в принципе, аудиторной работы значительно меньше, чем в бакалавриате. Все-таки магистратура – это больше про индивидуальную работу, про работу с руководителем, да, с представителями индустрии. Вот, поэтому расписание, оно выстроено таким образом, что занятия в основном они во второй половине дня, либо там по субботам. Вот, это опять же связано с тем, что ребята работают, ну и также это связано с тем, что в магистратуре у нас все больше и больше преподавателей-практиков. То есть это люди, у которых основное место работы – это производство. Вот, но они с удовольствием приходят, делятся своим опытом, делятся своими знаниями, но им, опять же, удобнее преподавать там, в вечернее время, в выходные дни. Поэтому здесь абсолютно как бы, проблем не возникает. Ребята совмещают, да, обучение с работой, но здесь нужно, как бы, опять же, ловить важный баланс, чтобы не было крена в какую-то одну сторону. Потому что все-таки обучение в магистратуре тоже занимает достаточно такое серьезное время, требует усилий. Ну, для тех, кто особенно любит держать себя в тонусе, они могут выбрать и 2 специальности, да, магистратуры, и работать, и учиться на 2 специальностях. Ну, наверняка есть такие экстремалы. У нас есть программа двойных дипломов. Действительно шикарная возможность сразу получить 2 диплома магистра. Соответственно, это, опять же, совершенно несмежные направления. К примеру, можно поступить на факультет трубопроводного транспорта, выбрать специальность с данного факультета, а вторую специальность выбрать, вот, например, с Института экосистем бизнеса и креативных индустрий. Соответственно, получить 2 диплома на выходе. Практика производственная в магистратуре тоже предусмотрена? Да, конечно, она предусмотрена. У нас есть как учебная, так и производственная практика. Производственная практика, она проходит в профильных организациях. И учится в магистратуре 2 года. Очный формат, да, 2 года. Я правильно понимаю, что магистратура – это не столько про науку, не столько про научную деятельность, сколько про практические занятия совместно с руководителем? Ну, на сегодняшний день, да, у нас вот с 2023 года была введена новая модель магистратуры. Мы тоже над ней достаточно долго работали. Вот, и сейчас эта модель, она предполагает, ну, так называемую трековую систему. То есть после того, как человек поступил на какое-то направление, ему необходимо определиться с треком, по которому он будет идти все следующие 2 года своего обучения. Вот. Ну и эти треки, они самые разнообразные. К их формированию в разные факультеты у нас разные институты по-разному подходят. Вот. Ну и, соответственно, если человек выбрал трек, связанный с наукой, да, он занимается научной деятельностью. Но сейчас, как правило, научная деятельность, она характерна для ребят, которые определились, которые после магистратуры, ну, практически там с вероятностью 90% идут в аспирантуру. Ну и, скорее всего, это наши будущие сотрудники, да, то есть это система подготовки кадров для себя. Вот. Ну а в целом сейчас прикладная магистратура, она больше прикладная, поскольку, как я уже сказал, к нам приходят люди с производства, идет активное взаимодействие с производственниками, поэтому очень часто люди приходят и решают какие-то свои конкретные производственные задачи или проблемы в магистратуре, участвуют в реализации какого-то проекта в составе проектной команды, и это, ну, далеко не всегда связано с научной деятельностью. Вот, хотя очень часто, да, у ребят такая ассоциация, что магистратура – это про науку. Это сейчас уже совершенно не так. То есть каждый может определиться и заниматься либо научной работой. Ну, научная работа, естественно, она связана с постоянным взаимодействием с руководителем, там, с профессорами или с доцентами, с ведущими в рамках научных школ. Ну, а производственная задача, она, опять же, больше про производство, больше про производственников и про прикладной характер. Поэтому сейчас в магистратуре совсем не обязательно так глубоко углубляться в научную деятельность. Вот здесь все тоже достаточно гибко. Мне кажется, это даже хорошо. Итак, прием документов на обучение в магистратуре уже стартовал. И когда все это закончится, в какие сроки нужно успеть
До конца августа. До конца августа еще Да, есть это если на время. коммерческой основе мы рассматриваем. Мы переходим на сайт Уфимского государственного нефтяного технического университета, ищем вкладку. У нас мы рассматриваем именно сайт приемной комиссии. У нас есть отдельный сайт для этого, и у нас есть там вкладка магистратура. Мы на нее нажимаем, и по левой стороне у нас абсолютно все разделы. И какие документы нам необходимы, и какие банки тестовых заданий, и какие программы вступительных испытаний. Это было интересно, это было важно. Мы благодарим вас за информацию, которой вы сейчас поделились со всеми жителями Республики Башкортостан. Вам хорошего продолжения этого четверга.